Ну что, ребята, всем привет. Доброе утро. У нас еще темно, 8 час утра. Ну и мы, очередная вылазка у нас, ребят, решили опять рвануть тайгу. Здоровье вроде более-менее дает, и поехали, ребят. На поселке, как обычно, на погрузке. Вещей, ребят, очень много. Комплект желез, парочку, наверное, 2 бура, потому что лед вообще не важен. Кан с живцами, ребят, бензин, куча рюкзаков, газ, пилы, вещи, спальники, палатка, раскладушки. Короче, ребят, рвем. Погода классная, минус 13, тепло. Вообще хорошо. Такая луна, ребят. И вот слышно, только техника уезжает. Новогодние каникулы, люди дома не сидят, рыбачат. Все, сейчас, ребят, грузимся и попрем, ребят. Не знаю, как получится у нас, но в целом едем отдыхать, да, больше всего. Едем, ребят, с ночевой, так что будет круто. Ладно, все, понеслась, не будем терять времени. Грузимся. Так, ребят, комплектовались плотничком прям, не знаю, у нас даже вот немножко в модуль положили под ноги, сумку с продуктами, багажник. Ну все, в целом, не знаю, сколько здесь веса, ну килограмм, наверное, не знаю, 70-80, под 100, короче, ребят, потому что печка, палатка, баллон, палеты тяжелые, так что, не знаю, все, греемся. Уезжаем. I'm so fed up of the lies.
pull me off the ground now. This love's been a long time coming. My breath's lost but my heart keeps running. Добрались мы до села, до конца. Ну, получается, мы все ехали по дороге. Село длиннющее, длинное. Ну все, вот конец села, ребят, последние дома. И все, заходим сейчас в лес, в тайгу. Ну все по старой схеме. Сегодня рыбалка у нас по налиму. Хотя январь, налим, наверное, на нересте. Ну, в целом, будем пробовать. Че, как говорится, прокатились? Нормально. Сегодня, ребят, прохладно, но минус где-то 13. Ну и плюс, пока едешь, ну, сильно не газовали, как бы, особо холодно. Ну, в целом все нормально, ребят. Скарп наш в порядке, все, проверились. Все, сейчас будем заходить. Какие-то следы, кто-то на машине пытался заезжать, не знаю, снега, конечно, много. Но я думаю, наша бураница сильно не замела. И после того раза она уплотнилась после морозов. И сейчас пойдем по буранице, полегче будет. Вот такие дела. Ты гулял нормально, так слышишь? Я вообще в шоке. Так, ребят, добрались до ручья мы уже. Уже рядышком речка. Скоро будем на реке. Пойдем по буранице по своей. Ну, кто-то тут гулял прям по буранице, не знаю. Новогодние праздники. Ребята, и река уже. Все. Вот тропа наша. Особо не замело ее. Сейчас спокойненько вообще идем. Без всяких нагрузок. Отлично. Что, братцы, все, добрались. Круто. Сегодня пораньше приехали. А у нас стоит еще. Ну, морозно сегодня, прям морозно. Но ничего, сегодня поработаем на реке. У нас уже какие-то тычки лежат. Это плюсом. Меньше рубить будем. Но сегодня поставим побольше, прям побольше. Сегодня сориентируемся на тычки. Ну и, конечно, жерлицы, ребята. Золовесный коряжник. Хорошая рыба была, мы ее не достали. И вот здесь заводь была 3 сработки из 4 жерлиц. Мы здесь тоже немножко сейчас подковыряем. Даже можно немножко сориентировать. По-разному. В целом, ребят, все. Сейчас пьем чай. Не знаю, завтракать не хочешь? Нет. Нет? Ну, здесь первая точка, ребят. Здесь мы будем сейчас работать. Часика полтора, наверное. На дальняк сегодня не поедем. Хотели здесь побольше рядышком поставить. А заночуем, не знаю, или на том же месте, или найдем себе новое какое-нибудь классное и красивое место. Ну все, ребят, что? Тишина. Не знаю, как вода после того раза сильно даванула. О, воды очень много. Короче, надо строго по буранице, ребят, ходить. Потому что бураница вот она колом встала. Шаг влево, расстрел просто капитальный. При таком морозе, блин, с гусянкой будет проблемы. Ну ладно, чё. Так, ребят, сегодня я аж 2 бура взял с такими льдами. Взял 2 бура, еще запасные ножи. Короче, ребят, будем бурить. Я думаю, в этот раз не подведет нас лед. В прошлый раз просто реально я уже приболел и не мог. Прям сил не было. Так, ну что, разбуриваем, да? Воды вообще море, да?
Это еще плохо, конечно, блин. Ну ладно, что делать? Жирность, ребят, расставим, а уже потом на тычки пойдем. Потому что еще раннее утро. Есть вариант, что сработка может быть. Прям сразу. Эта заводь показала, что здесь кто-то есть. Кто-то живет. И мы приехали отомстить за прошлую неудачу нашу. Так что сегодня будем решать вопрос. Сейчас потихоньку расставимся. Раз, два, три. Глубина такая хорошая. Заводь глубокая. Так. Живчик наш. Живец. Изумительный прям. Вчера наловил. Ездил с фонариком. Рыбачил. Все, плотвичка пошла искать щуку. Ну здесь и окунь, и ясь, ребята, и налим, и судак. Голавль, да, мы с Лариской поймали голавля здесь. Вот так плотно, ребят, буду закапывать. Как-то так. Ну что, заводь я поставил. В принципе, поставил 3 штуки рядышком, где были сработки. Ну тут раз какая-то мелкая щука, походу. Одну в реку уже. Граница заводи реки. Вот границу как раз поставил. Там сразу поймал песок. Вот. И в заводь одну еще засунул. В общем, 5 штучек, ребят, здесь. Все, переезжаем на ту сторону. В коряги. Немножко жерлиц. И на тычки падаем. Так. Ладно, воды, ребят, не хапнуть. Не хочу этих проблем. Ставлю здоровую плотву. Якутский живец, по-моему, так называется. На конкретную щуку, ребята. Здесь, кстати, живет хорошая щука. От 9, да, ребят. У меня стояла донка по осени. И там попался налим. И что она с ним сделала, сейчас покажу. А здесь тоже налимчик, ребят, смотрите. Еще ночью, наверное, попался. Ёрший налимчик. А вот где ерши, там и налимы, ребят. В ямке. Уже остыл даже. Фига, ребят, его кто-то хавал, смотрите. Его просто кто-то жрал. Щука, наверное, смотрите. Вот это укусы. Блин, вот ночью все равно какие-то страсти проходят, блин. А тут яма. Может, кто-то и живет здесь здоровый, блин. Судак даже может. Глубоко, блин. Раз, два, три. А берег, что вон. Он свал здесь сразу, видишь, идет яма. Да. Под берегом глубина какая хорошая. Возможно, здесь кто-то будет. Какой-нибудь злодей.
Машинку поставим. Ради эксперимента. Тихо, 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 тихо. Крючки, конечно, не под такой же вес, но можно пробовать. Якутские ребят живцы идут в яму. Здесь такая ямка в районе 4 метров. Давай, подруга, ищи. Жик. Готово. Вот, ребят, коряжник немного взяли. И сейчас выхожу. Вот тут такой поворотик. Выхожу жерлицами тоже. Вот так, ребят, ну что, у нас 10 штучек заряжено. 5 здесь, 5 там. У нас с Ларисой кофе тайм, кофе пауза. Так что, Саня, спасибо за утяхи. Вот, твои утяжки в деле. Все, они работают. Все это классно. Чайку, ребята, с лимоном. Чтоб не болеть. Я отболел, блин. Никому, ребят, не желаю, блин. Неприятное, конечно, состояние. Ну, дай бог, в этом году уже не будем болеть. Держи. Отлично. Так, ну что, чайку попили, ребят. Пойдем тычонки рубанем. Вот с Лариской здесь, ребят, мы ночевали. Палатка у нас стояла по осени. Лариска тут налимов душила. Бегали мы. Не знаю, ребят, видно, не видно на камеру. С берега воды давануло и замерзло. Очень красиво. Так, ну что, снежка уже, ребят. Так, уже по тайге не побродить. Уже лыжи нужны. Хотя в этом году у нас катастрофически снега не хватало. Изначально. Обычно в январе уже. В январе уже, ребят, просто по бубенцы прям. А здесь вон ни о чем. Но это у меня вторая рыбалка, ребят, уже в новом году. Лариский первый выход. Смотрите, какая красота какая. Здесь мы с парнями. У нас балаган здесь был. Серега. Да, вот стол, ребята. Серега, будешь смотреть, большое привет тебе. Вот здесь мы 2 дня жили. Так что, Серега, с Новым годом тебя, дружище. Так. Есть контакт, ребятки. Есть она. Дело. Опа. Налет. Ну вот, ребят, по сезону у меня здесь будут тычки уже готовы. И потом просто можно приезжать, расставлять. Многие скажут, зачем тебе, Андрюха, эти тычки? Ставишь жерлицы. Ну, в крещенские морозы, ребят, в феврале жерлицы просто не работают. Тычку поставил, засыпал, без проблем ее вырубил. Тем более сейчас печня есть. Все. Вот, ребята, Лариска работает. Ну вот что, фитнес. Девчонки, выезжайте. Опа, загар. Загар, ребята, только сработал. Как я и сказал, офигенно. Офигенно. Загар на заводе, ребят.
Самое крайне, ребят, сработало. Ближе уже к реке, которая. Ну, как и хотелось, ребят. Так, это что? А нет, река вон здесь. Это сработало у нас. Что, здесь проверяй тогда, что? Проверяй. Что? Думаешь, это подсекался? Не знаю, но не мотает больше, что. Рукавицы только сними. Если натяжение почувствуешь, дергай резко. Это все? Да, давай. Есть? Да, все есть. Слабину не давай, вытаскивай. Что, нормально? Ушла? Шла? Да. Я почувствовала, как ушла. Я же тебе сказал, подсекай. Че не подсекала-то? Ага, вон щука, удар щуки. Но небольшая. Ну понятно, не крупная щука здесь, наверное. Ладно. Вот тут раз 3 флажка и было у нас, получается. А что не подсекла-то? Я же сказал тебе, подсекай. Ну, она вроде как будто сидела. Ну что сидела, уже сам может держать в зубах и все. Вот, ребята, у нас тут тычечки остались с прошлой рыбалочки. Здесь, кстати, вот у нас попался голавль в конце. Я там поставлю продольничек, наверное, небольшой. Ну а так, погнали. Навязал, ребят, крючков новых. И уже у меня, ребят, шнур идет. Женек, спасибо за шнур 0,5. Если попадется щука какая-нибудь, то мы ее, наверное, достанем. Раз, два. Все. Затягиваем, ребят. Ну и также живец. Хорошо работать с напарником в такой рыбалке. Напарничек работает. Окуней не будем пока ставить. Напарничек бурит. Второй расставляет. Все. Погнали. Опачки. Раз, два. Дедовский способ, ребят. Раньше так рыбачили. Никаких желез не было. Просто палка. Мертвый живец. Еще он мертвый. Так, ребята, мы расставляемся, и у нас загар. Загар получается на нашей стороне. Жерлица в реке, которая. Интересно. Интересно. У нас одна тычка осталась. Смотрю, флажок стоит. Мотает, ребят. Мотает. У меня здесь якутские живцы были. Кто-то позарился на нашу якутскую плотву. Здесь и глубоко, да. А шо мотало? Вон, смотри. Все, ребят, пошла.
запутался. Есть. Есть. Смотри, щука такая-то прикольная. В районе килошечки. Я, короче, подсек и промахнулся рукой. Блин, давно этих щук не видел. Речных. Белые такие. А у нас озерные-то черные. Смотри-ка, поймали щуку. Вообще, конечно, на реке не ожидал поймать. Я понимаю, в заводе щука стоит. А здесь, ну вот я как и предполагал, говорю, поставим. Сегодня вот прям по плану все идет. Якутского живца взяла. Без пиявок, без... Ну чё, килушка, да. Сегодня у нас обед. Гарантирован. Отлично. Все, ребят, последняя тычка. 10-я здесь. Поставили с Лариской. Заканчиваем с этим местом. Ну, сегодня у нас, в принципе, будет как бы 2 места. Я просто считаю это за одно место. Так. И живец. И вот тут, ребята, у нас сработка была сейчас, получается. Но щуку поймать на тычку это тяжело. Потому что щука, если берет живца, она его здесь хватает. И сразу чувствует сопротивление. Сразу чувствует сопротивление и, соответственно, она его выплевывает. А вот на жерлице есть размотка. Она не чувствует никакого сопротивления. И может попасться. Ну, хотя частенько попадает. Вот, друзья, вот так посадили мы с Лариской кустарник. Ну вот, ребят, здесь вот так яма. Здесь вот, говорю, 8 метров. Вот у нас здесь сработка. Здесь тоже ямка возле берега крутит коряжник. В прошлый раз у меня там завела. Ну и вот так, таким образом. Последние 2 тычки уперся в камни, там галька. Соответственно, там язь. Дай бог. Там и поставил поменьше живца. Здесь крупных якутских. Но мы уже с рыбой, ребят. Круто. Сегодня будем готовить что-нибудь щуки. Не знаю, есть у меня уксус, не уксус. Возможно, сделаем хе под закуску. Так, ну бур еще пока бурит, ребята. Но я чувствую ненадолго. Будем ставить запасные ножи. Точнее, не запасные. Второй бур доставать. Все, ребят, стартуем на вторую точку. Здесь дела сделали. Ладно. Клюй, рыбка большая, побольше. Вечерком приедем, проверим еще тут жерлицы, посмотрим. Погнали. По Буранице, ребята, по нашей Буранице волки гуляли. Как раз здесь мы ночевали, вот на тех обрывах. Торосы. Вон прыгают козлы, прям. Приехали на плес. Здесь деревенские местные 2 парнишки. Вот сети поставили. Все в сетях. Ладно, что, жилички установим здесь с краю. Не помешаем, наверное, ребятам. Здесь деревня недалеко. Местные рыбачат таким образом. Собакой. Ладно, начнем. Так, ребят, последняя жерлица здесь. Здесь
Прям выход уже в реку, в яму. Здесь 9 метров. Вот здесь где-то у меня получилось 4 метра. Ну вот получается с Лариской мы прошли вот так край. И вот выход в заводь. Вот там вот ребята сетки ставят. Проверяют уже. Ну, решил в речку залезть, потому что там вот сработало. На Олимп не знаю, будет гулять, не будет. Все-таки уже январь месяц. Он уже сейчас болеет, наверное. Отметался. Жрать начнет в феврале капитально. Так, ну здесь мы закончили. Идем на яму. По налиму. Там ставим тычки. Иди сюда, не бойся. Не бойся. Не бойся, друг. Не обижу. Так, друзья, ну что мы на моем жилище, так скажем, осеннем. Здесь, ребята, я кайфовал. Сколько я ночевок здесь пробыл. Шикарное место. Нравится она мне. Что, здесь, может, перекусим, что? Что-то уже это... Кишка просит. Что у нас на обед? Яйцо. Там же колбаска есть. Давай колбаску порежу. Перекурим. Делов уже много сделано. В плане физики. Лед сырой, ребят, воды давануло. Дядя Саня, если будешь смотреть, заточил ножи их капитально ты. Угол отличный. Ну, конечно, вот по сухому льду. А вот по сырому вгрызаются они прям. Нужны усилия. Держи чай, Варис. Колбаску. В таком месте грех не перекусить. Да, Юрина? Держи-ка. Опа. Не колбаса, а мясо. Я, ребят, с вашего позволения 5 капель. Андрюша выздоровел. Саня, первая рюмка за тебя. Как я обещал. Правда, не ликерчик. Ликерчик твой под Новый год ушел. Вот так вот. 5 капель. Давайте, ребят, всех с Новым годом. Здоровья, счастья. Да, Юрина? Что, еще денег побольше? Не помешает. Деньги, да. Деньги тоже, зараза. Без них никуда не дернешься. Ну, будем, ребят. Ребят, по прошлому видео писали про Ларискин камуфляж. Помните, я осенью вам показывал свой камуфляж зеленый. Камуфляж.ру. Вот. И это вот я заказывал ей на осень. Ну, это такой он. Не сказать, что он плотный. Допустим, вот у меня бушлат, ребята, я в нем прям, не знаю, в 30-ку нормально себя чую. А вот Лариска... Я в 30-ку не поеду. Ты с нем замерзнешь, да. Надели наколенники. Сань, твои наколенники. Мои уже вот, ну, уже хапнули горе. И вот, ребят, подскажите по поводу сапог, наверное, потому что вот в Лариске вот минус 20-ка, наверное. Но она в них мерзнет. Норвегские сапоги я вот брал ей. Да, это вот можно, конечно, там осенью, весной, когда солнце. А сейчас вот она не двигается, вот замерзла. И вот, может, у кого ссылочка, ребят, есть, киньте. Надо вот в Лариске потеплее сапожки. У меня вот Топтыгин от Вездехода. Ну, они вот минус 40, как показывал. Но они у меня уже какой сезон. Этот сапог кривой, ребята. Я его сушил на избе. Он у меня скривился аккуратно. Лариски тоже, кстати. В аккуратно надо их сушить, ребята. Потому что Эва, она немножко тепло, и они деформируются, да. Бывает меньше, бывает больше. Ну вот у меня на изгиб, и неудобно. Вот здесь прям чувствуется вот. Такие дела. Ссылочку оставлю, ребят. У них есть костюмы, кстати, на девушек, на женщин. 48, да? 46 размер.
тяжело иной раз найти на мужика. То бишь от полтинника ребята там заказывают. У них вот есть, ребята, размерный ряд до 42 даже. Так что от 42, ребят, ссылочку оставлю на ребят. В целом нормально. Ну да, такой симпатичный, да, ничего такого лишнего. Липучек не пожалели. Липучек, ребят, смотрите сколько. Тут просто все липучек. Все в липучках. Ну вот эти карманы, вот то, что по телефону, это очень удобно. А тут тоже замок. А у Андрея эти. А у меня, да, у меня пуговицы. Ну также подтяжки, ребят, штаны с подтяжками. Ну, вот такие пироги. Так, ничего, костюм, но не для наших, конечно, суровых зим. Как бывало, конечно. Ну, Пока в нем не холодно. пока нормально. Ну, допустим, минус 15, вот, да, сейчас примерно. Вот видно, мороз идет, ребят. В принципе, вот она нормально себя чувствует. Ну, особо не двигается. Я-то бурю. Она как бы так ходит немножко и все. Ну, в целом, как-то так. Вот так, ребята, греемся на севере. Чуть-чуть дави. Да не могу я давить. Ну, когда я чуть-чуть начну тебе. Сырой, видишь, лед? Ну-ка, пробуй. На. Ты наоборот, на крюка вот это давай. Правый хук. Так, ребят, ну здесь в прошлый раз щука была крупная. Сейчас попробуем продольничек здесь затянуть. Получится, не получится. Первого окунька пойдет. Пускай он дерзкий. Тащит весь продольник. Полностью нажился, ребят. Закинем его. Жуса у нас уже мало. Еще на проверочку оставим. Мало ли какая-нибудь рыба попадется сейчас вечера. Надо, чтобы живец штук 5 оставался на замену. Вот здесь 4 крючочка у нас. Сейчас соорудим его здесь. Так. Вот здесь тройничок даже у меня. Ну, правда, конечно, без поводков. Но все-таки будем надеяться на налимов. Хотя я говорю, ребят, мы поехали уже не в сезон. Будет сезон, будем ездить. Надежда есть. Да, ну надежда есть всегда, конечно. Может, щука хотя бы. Все, ребята, отработали. Закончили мы промысел. Ну как, расстановку. В конце получилось у нас здесь, на этом месте, 4 жерлицы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 тычек. Ну, 6 тычек и на один продольник затянул 4 крючка. Вот, в прошлый раз щука хорошая была. Значит, местечко какое-то интересное. Ладно, все. Едем ставить лагерь. Все, уже отдыхать. Ну как отдыхать? Еще работы куча. Сейчас ездим еще. Прокатимся те жерлицы, посмотрим, которые у нас внизу стоят. Эти пока ставили, не сработали. Ребят, подъезжаем к первому стану. У нас опять же флажок, где поймали щуку. А заводь молчит. Да, та же жерлица, да, Лариска? Вот это дела. Вот это дела, ребята. Чудеса.
работает река, и главное, интересно. Да, вот здесь мы щуку-то, ребята, поймали. Вымотка почти полная. Почти полная. Ну, что-то помешало. Да, вымотка почти полная же. Тоже жалится, главное. Удивительно. А? Опа, есть. Есть. Слушай, аж такая же, блин. Хорошенькая щучка. А идет как налим, как бревно. Идет вообще, слышь, хорошенькая. Опа. Слышишь? Полторашка здесь есть. Вот это уже в пиявках, смотри. Вот это уже я, вот почему про первую сказал. Ага, смотри. Прям в нее, смотри, впились. Щука стоит. Ой, красавица какая, а. Блин, это полторашка, блин. Тут есть. Она такая, знаешь, бело-розового цвета. Да, вообще такая. Блин, круто, ребята. Вот лунка интересная. Значит, тут какая-то бровочка, походу, есть. Но, говорю, надо искать, ребята, рыбу. Четко, все четко. Классно. Пойду за инструментом. Ну, операция. Операция их. Так. Зажим, еще зажим. Ну, ребят, мне прям нравится. На реке зимой в январе, это считай глухоземье, грубо говоря, можно рыбачить, добывать рыбу, и неплохо. Ну, полторашка, да, как минимум, хорошая щучка. Ну, теперь чисто совестью на лагерь, точнее, которого надо еще создать. Отлично. Бровочка какая-то. Нашли, ребят, бровку. Я думаю, она еще порадует, эта жерлица. Вечером приедем, потом по темну посмотрим. Оба! Прибыли, ребята. Прибыли. Дровишки еще у нас тут остатки остались. А мы здесь оставляли, да? Птичкам. Никто ничего не съел. Ну вот. Дровишки даже есть немножко. А что-то решили никуда не ехать. Здесь у нас уже место, ребят, протаплено. Немножко снега. Вон. Края сейчас уберем и палатку будем ставить. Так, ребят, ну
Что у нас сегодня прям распаковка будет, не отходя от кассы. Наконец-то заказал. Ну, я помните, ребят, говорил в прошлом видео, то что Вадим Макарский есть у меня такой хороший человек с Америки. Послал мне немножко денежек. Вот я прикупил, ребят, раскладушечку и печку. Взял печку большую, 30 литров. От Пашихон Стар, ребята. Вот у меня есть, кстати, турбопечка. Я вот от них заказывал. И, в принципе, мне все от них понравилось. Решил заказать. Вот сразу идут перчаточки, ножки. Печка большая, ребят. 30 литров. Сейчас мы оденем перчаточки. Вот, вот идет жестянка. Это вот на переходнике идут. Там паспорт, да, Лариса? Документы. Идет сумка. Они ее внутрь засунули. Сумка под печку. Сумочки переезжать. Вот такая сумочка. Еще погнали трубы доставать. Здесь переходники, дай документ. Здесь, в принципе, по идее, она должна вот под прямую. Да, вот все верно, ребят, смотрите, видите? Под прямой выход и есть с переходником. Ну, как бы если вот. Ну, у меня, в принципе, небольшой угол. Я ставлю прямую. Вот этот, ребят, переходник получается. Вот такой вход. Труба уже идет сзади, ребят. Здесь заглушечка. Она просто, по идее, должна доставаться. Все верно. Можно в сумку. Ну и два экрана. Все. Снизу экрана нету. Но вот сзади у стены есть. Есть экран. Ставим ноги сейчас. И будем смотреть. Почему взял большую, ребят? Ну, потому что планирую покупать палатку большую. Соответственно, печка должна быть большая. Это турист, 30 литров. Есть у них, ребят, 15 литров. Я взял самую большую, то, что у них есть. Вот как-то так, ребята, она немного большовата. Можно, в принципе, развернуть ее таким образом. Вот там у нас раскладушка, неудобно будет купить. Ну, откань-то. А? Откань-то немножко спусти, чтобы я могла открутить ее. Слушай, хлеб теперь уже тут можно испечь. Да. Хлеб испечем, да? Да, да.
ребята. Борис, на, протягивай. Где лучше? Вот поэтому. Прям по этой? Да. Ну что, ребята, все, мы на месте, обосновались. Быстренько поставили лагерь. Сейчас немножко пока светло, ребята, покажу, в чем и где. Ну, в целом, ребят, я показывал. Здесь вот река, сразу обрыв идет, старая дорога. Вот здесь мы таки решили остановиться. Место понравилось нам. Здесь вот скамейка. Ребята когда-то делали давно-давно. Старая дорога. Вот мы с ней, там вот спуск есть небольшой, мы с ней закарабкались и вот здесь вот решили. Можно было заехать в лес, тайгу, ну здесь открыто, более-менее спокойненько. В целом, ребят, все классно. Все, установили палаточку. Алтай. Новая печь, ребята. Пошехоночка. Сразу вот топим снег. Печка раскалилась, шикарно. 30 литров, ребят, здоровая печь. Классная штука. Но я его взял, потому что палатку я хочу поменять. Хочу большую палатку. Вот реально, чтобы вдвоем вот выезжать, троем, а то и четвером. Так, здесь провели газ, ребята. Баллончик. Там вывели плитку. Ну так, дежурка, чтобы была. Бывает, вот что-то приготовить. Печку тоже не всегда будешь контролировать. Сейчас пока палетов закинули. Вот поставили раскладушку. Здесь продукты. Провели свет. Всем известен свет, ребята. Кемеровский 5 ламп. Осенью он мне по налиму очень выручал. И вот сейчас поставили. Крутили только одну лампу. В принципе, нам будет достаточно, я думаю. Все, печь, труба начинает обжигаться. Дверь пока не закрываем. Все равно масляный вот эти запах идет. Кормильца в стойло загнал. Ну, сейчас поеду, ребят, немножко пильну дров еще. Тут, конечно, осталось у нас еще. Ну, в целом все, ребят. Сегодня я работал одним буром. Ну и у Хандока уже второй на запасе, хелевский. Печня на завтра, ребят. Будет ночью мороз, на проверку. Вот здесь снасти. Ну, еще вечером, наверное, съездим. Ну и две красавицы, ребят, наши. Одна уже промерзла хорошенько. Полторашка еще нет. Все, ребят, четко. Сейчас выпьем чайку, наверное. И съезжу я поставлю. Буду. Ставить хватит на сегодня. Пильнем дров. Съезжу там, посмотрю какую-нибудь сушину. Валежника здесь много. Заготовим дрова с варежкой еще. И все. Будем отдыхать. Ну вот такая рыбалка, ребят, она зимняя. Надо поработать изначально, а пожимать плоды только завтра будем. Ну все, ребят, захожу немножко тоже посижу. Устал. Чайку хочу попить. А так классно все.
молча тропа идет. Причем не такая более-менее свежая. Смотрю, дрова. Вон какие-то заваленные есть. Вот там сушина классная, вообще здоровая, блин. Ну, хочу поближе, чтобы особо как бы не лазить по лесу. Лес дремучий, лес дремучий. Вон какая-то, ребят, упала уже. Ее, наверное, и ширкнем. Как раз уже завалилась. Да, ее я прям сейчас я ширканем. Развернулся там. Там болото уже, ничего такого особого не нашел. Вот зараза, а. Сухая. И недалеко как раз от бураницы. Опа. Это вот за глаза, я думаю. Та-та-та-та-та-тай. Опа. Надо, чел, говорит, свой топор, головешек, полон двор. Ну что, ребят, чистый кровей смоляк.
Шикарные дрова вообще. Горят как порох. Единственный минус то, что они дают жару махом. Ну вот если приготовить кушать, или там обогреться, или высушиться, но как вот долгоиграюще никак. Надо вот что-то сырое вот еще пилить и уже в перемешку добавлять на ночь, чтобы спать. Потому что закинул, ну час-полтора, нету. А что-то в перемешку ее кидаешь, и вот она потихоньку тлеет, и не холодно, и угли остаются, если прозевал. Ну просто неприятно, допустим, ночью там мешкаться, разжигать. Ну все, ребят, что, поколол немножко здесь оставил. Ну, вот, нормально. Вечерком еще потом доколю. Отлично. Лариска уже там ужином занимается. Все, ребята. Дела теперь капитально сделаны. Теперь мы уже все можем спокойно расслабиться. Вот видите, ребят, большая печка сейчас давно в нашем, точнее в моем приобретении. Классно, ребят, здоровая печь. Легко обогреет избу, потому что здесь уже стандартные 45-сантиметровые полежки можно сувать. Ну, единственное то, что вот поставили раскладушку. Здесь как бы небольшая кухня, здесь стол, да, у нас какие-то вещи. Вот неудобно. Вот Лариска сейчас на коленочках вот все режет. Вот это минус, ребят. Но это я по-любому исправлю. В кратчайшие сроки, ребят, возьмем себе лютую палатку. Да, конечно, сейчас все стоит денег, немалых, чтобы, допустим, вот так жить и рыбачить. Надо вложить 1100, а то и больше. Соответственно, это не из дешевых, дорогого удовольствия, ребят, но она этого стоит, кому это реально надо. Я понимаю, взять, допустим, машину там, да, и блатовать, но мне вот это не надо. Мне надо вот это. Так что каждому свое, как говорится.